Добрый вечер на телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу.опора, в студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрле Кищитак, на улице то ли апрель, то ли ноябрь. На этой неделе в Татарстане было плюс 13. Синоптики чуть подробнее, чуть позже скажут, достигли ли мы своего рода рекорда. В принципе, этот год был достаточно сложный. И казалось бы, что живем в эпоху космических полетов и искусственного интеллекта. Можно было и приучить природные катаклизмы, но вот не получается. Каким образом природные катаклизмы влияют на нашу жизнь, на экономику, на все сферы нашей жизни? Об этом говорим сегодня. Хотя вот еще раньше бабушки на скамейках разговаривали, влюбленные, когда не о чем было поговорить, говорили о погоде. Но вот сегодня погода становится явлением более чем сложным и интересным. Поэтому, думаю, с нашими экспертами сегодня будет не менее интересно. С удовольствием их представляю. Марат Рашитович Сафиуллин, доктор экономических наук, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий Спасибо. Владимирович Иванов, заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, доктор географических наук. Рада вас видеть. Добрый вечер. Тимур Ринатович Аухадеев, доцент кафедры метеорологии, климатологии, экологии, атмосферы, Института экологии и природопользования КФУ, кандидат географических наук. Нафиса Мансуровна Мингазова, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ, руководитель магистерской программы безопасности и реабилитации территорий природных и техногенных катастроф, профессор, доктор биологических наук. Хайр Кищ. Ирик Анварович Садыков, начальник отдела развития отраслей земледелия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Ильнур Хасанович Шарафуддинов, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан. Приветствуем вас. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Начать предлагаю с результатов опроса нашей интернет-аудитории. В начале недели мы спросили, следите ли вы вообще за прогнозом погоды, интересно ли вам это. 62% пользователей ответили, что никогда не выхожу из дома, не посмотрев прогноз погоды. 9% опрошенных, и тут вот синоптикам определенно, нет прогноза, всегда лгут. 9%. И остальные 29 уверены, у природы нет плохой погоды. Зрителям задаем такой же вопрос. Итоги интерактивного голосования подведем в конце программы. А я бы хотела спросить у экспертов, как бы оценили итоги голосования, насколько, в принципе, отражает интерес к погоде, к природе среди татарстанцев. И какой год для вас в истории вашей жизни запомнился больше всего вот такими природными капризами? Дмитрий Владимирович. Давайте с первого вопроса. Наверное, я отношусь к первой категории, которая, выходя из дома, смотрит погоду. Для меня это важно. Я понимаю, насколько это важно и для природы. А мы без природы, мы связаны с ней неразрывно. Мы часть природы. Ну, а что касается вот самого запоминающегося года, наверное, детство в первую очередь. 79-й год, сильные морозы, когда мы потеряли в значительном количестве наши дубравы в Республике Татарстан, и, к сожалению, они до сих пор не восстановились. Хорошо, спасибо. Как экономист, Марат Рашитович, какой год для вас с точки зрения не экономического кризиса, а природных катаклизмов? Да. И как бы оценили итоги? Спасибо большое. Я тоже хотел вот на первый вопрос немножко ответить. Вы знаете, сейчас все-таки прогнозы погоды, они стали точнее. И у тебя рядом всегда смартфон. Я хочу сказать, что вот в пределах дня все достаточно точно, и поэтому очень легко все планировать. И поэтому я всегда стараюсь соотнести свою политику вот с прогнозом погоды. Относительно года я тоже согласен. Запомнились эти года прежде всего, потому что были большие каникулы погодного характера. То есть в школу не надо было ходить? Да. И, сколько конечно, было градусов примерно? Ну, это где-то между 40 и 50, да. То есть это... Термометры мерзли, поэтому точно нельзя оценить. Да. Ну, где-то 40... Ну и вот из ближайшей истории 2010 год. То есть я первый раз видел, вот это, скажем, в книжках же было про татарские суховей, что земля трескалась, и действительно месяцами не выпадали дожди. Приходилось это там искать даже на приусадебном участке какие-то решения, чтобы спасти тот урожай. Ну, у нас каждый год нас удивляет рекордами, все больше становится рекордов. И запомнился, наверное, и этот год тоже. Он был очень яркий. Лето, во всяком случае, подарил нашим жителям республики достаточно комфортное в плане отдыха, потому что осадков почти не было. Это, конечно, негатив во многом, но для тех, кто желает отдохнуть на берегах водохранилища, это был позитив, так как у нас в июле, например, осадков не было совсем. Их было менее 10 миллиметров. Таким образом, кроме того, это было жаркое лето.
Таким образом, этот год достаточно запоминающийся. Я думаю, большинство тоже в историю отложится в включаем. памяти. Да. Сентябрь какой был прекрасный. Да, в апреле тоже не было осадков. У нас 3 месяца не было осадков. Это был апрель, июль, сентябрь. Тяжело вздохнули аграрии и вспомнили, какой год для вас самый, вот давайте в этой ситуации не как Министерство сельского хозяйства, да как представитель, как Все-таки в моей памяти тоже 2010 год. все-таки? Да. Когда и температура доходила до 45 градусов, и в этот год мы смогли собрать из зерновых порядка 700 тысяч тонн, которых хватило практически на внутреннее, скажем так, обеспечение только хлебопечения. А в принципе у вас начинается день тоже с погоды, прежде чем выйти из дома? Само собой. Так, хорошо. А врачи? Да, безусловно. Врачи Если что говорить, я вот ожидал от коллег услышать, как им запомнились года 79-й, когда они в школу не ходили. И все-таки я вот почему-то вспомнил этот момент, да, 79-й действительно запомнился, потому что самое большое количество дней, наверное, зимой не ходили в школу. Но это, конечно, шутка. А так у медицинских работников года они проходят более стабильно, независимо от погодных условий, как бы работа, она такая ровная. Но вот учитывая все те моменты, которые были названы, да, погода влияет на человеческую и психику, и на здоровье, и поэтому с этой позиции есть года, которые запоминаются. И 10-й год, он довольно серьезно так запомнился. Этот год он тоже со своими, ну, скажем, крайностями тоже заставил в какие-то моменты, ну, скажем, напрячься службам и скорой помощи. И поэтому каждый год по-своему красив. Вот потом по 2010-му поговорим, как это отразилось. 10-й год, да. Нафиса Мансуровна, на ваш взгляд, вы как эколог в этой ситуации, Вообще запомнилось несколько лет, вот поскольку я водный эколог большей частью, то мне, естественно, запомнилось то, что было связано в первую очередь с падением уровня воды. Это был 1995 год, но тогда было, насколько я знаю, не связано с погодой, а просто было резкое падение уровня воды. У нас рыба не могла занереститься. Тоже примерно 3,5-4 метра было падение уровня воды в Кубышском водохранилище. Это был 2007 год, ветровал. Вот я просто попала в эпицентр событий, поэтому навсегда запомнила, как вообще деревья летают, машины летают, то есть это никогда не забудешь. Это был 2010 год, естественно. Это вообще-то год был природной катастрофы, по сути. То есть его можно классифицировать как природная катастрофа, 2010 год. Это была засуха, просто настоящая засуха. Это было падение уровня воды во многих реках на 4 метра. Это мы по всей России проехали на 2000 километров, и мы увидели высохшие реки, то есть в огромном количестве. Это был 2016 год, это был май 2018 года, это вот сегодняшний год. Поэтому, в принципе, это повторяется сейчас все чаще и чаще. То есть падение уровня воды и засушливые условия мы видим достаточно часто в последние годы. Вы сейчас сказали, классифицируется как природная катастрофа. Вообще есть ли классификация природных катаклизмов, катастроф какая-то? Да, конечно. И вот по этому году в чем катастрофа? То есть мы помним ураган, холодный июнь был, да, потом засуха, обмеление рек, да, ураган, в том числе и на Яльчике, то, что произошло. В принципе, какие-то главные критерии природных катастроф. Критерии катастрофы – это гибель, заметная гибель вообще окружающей среды, в принципе, компонентов окружающей среды, и гибель людей, например, считается от 100 человек. То есть можно считать точно катастрофой, когда гибель людей. Либо такое массовое воздействие на окружающую среду. Это классифицируется как катастрофа, природная или техногенная. В чем этот год, да? Ну, например, как уже говорили, год, когда у нас была ситуация блокинга, когда у нас 50 дней стоял антициклон в 2010 году. Есть исследования, которые подтверждают, что есть жертвы у этой жары. Наши московские коллеги проводили исследования, и они оценили количественно. Они говорят, что в московском регионе жертвами стали более 50 тысяч человек. Оценить влияние жары этого года или жаркого этого лета только предстоит. Однако это однозначно в какой-то доле это повлияло. Какие ключевые моменты этого года, вот, природных нестандартов и капризы выделяют? У нас было очень теплое лето, несмотря на то, что июнь все-таки подкачал, и он был ниже нормы по температуре, но мы пережили потом достаточно теплый август, теплый сентябрь, октябрь также аномально теплый. Сейчас переживем достаточно теплый ноябрь. У нас вообще год такой достаточно аномальный. И у нас по осадкам этот год все-таки является рекордным. То есть если говорить о сумме осадков, например, с января по октябрь выпало всего 240 миллиметров осадков, в то время как в норме это более 400. То есть выпало всего половина.
И такого года в истории еще не было. Ну, в те годы, когда у нас есть оцифрованные, качественные, надежные метеоряды. А почему вы начинаете называть погоду, все чаще звучит, погода стала нервной, как женщина? Вот откуда такое красивое... Это что за классификация такая нервная? Дело в том, что действительно с изменением климата происходит увеличение повторяемости таких негативных явлений. Ветровалы, связанные с такими конвективными явлениями. Это ситуация блокирования, когда действительно долго устанавливается режим погоды антициклональный, например. А это осадки. У нас меняется режим осадков становится больше, и они все чаще меняются, и они выпадают очень кучно. То есть у нас при росте количества осадков засушливость растет. Казалось бы, феномен. Но связано это с тем, что у нас на смену 10 умеренным дождикам приходит один мощный ливень, который может вызвать в том числе наводнение. И вот именно это мы и называем такой нервозностью климата на понятном обывателю языке. Хорошо. Понятно, что при таких природных катаклизмах мы понимаем, что это оказывает влияние там, на экологию, на экономику, точнее, все вместе на экономику, да, в конечном итоге. В конечном итоге все вместе на экономику. Вот сейчас хочу, чтобы как экологи посмотрели, насколько подобный год, как этот, повлиял на что? Обмеление рек, мы уже сказали, да, Нафиса Мансуровна, потом Дмитрий Владимирович. На что еще? Очень много влияет. Год завершится там через месяц. Воздействие на человека, что совершенно точно, конечно, потому что перепады температуры для метеозависимых людей может вообще смертью обернуться, да? То есть люди, когда, например, едут из минус 30 в плюс 30 в Турцию, они могут и не сойти вообще с трапа. Понятно, это для людей. А вот для природы ведь это очень много последствий. Ну ладно, мы в садах отливали, да, в садах мы отливали свои... А все, что творилось, отливали свои посадки. А все, что творилось кругом. Леса стояли сухие, дворы стояли сухие, с желтыми листьями, там, в июле, в августе. Деревья стояли с желтыми листьями. Что происходило? Это страшное было. Животные где-то подкармливали в городе, где-то подпаивали, где-то вообще их не кормили. Соответственно, тут трупами вообще тоже все хорошо усеивалось. Это была очень большая проблема, на самом деле, для животного мира. Это было падение уровня воды, это высыхание мелководья, нерестилищ, это обсыхание вообще участков там нагула, корма и так далее. Да? То есть все это ведь очень сложно потом воспроизводить, все это очень сложно восстанавливается и может вообще не восстановиться. Если будет подряд вот такое чередование, это же может и не восстановиться. То есть, в принципе, когда мы можем сейчас почувствовать последствия вот этого года? То есть мы уже по рекам-то мы увидели. А когда... Идет увеличение концентрации загрязняющих веществ. Падает уровень воды, растет концентрация загрязняющих веществ. Это мы совершенно четко наблюдаем по ухудшению качества воды. Идет снижение биологического самоочищения, поскольку гибнут гидробионты. Идет снижение, соответственно, рыбных запасов, кормовых ресурсов. И если это много раз будет повторяться, почему я повторяю эти года, 2016, 2018, 2020, 2023, мы же наблюдаем эти падения. Соответственно, это, конечно, достаточно опасное явление для природы. Да. Когда мы ощутим полные последствия этого года? Прогнозировать, конечно, сложно, но можно вспомнить Рэя Брэдбери, его бабочку, и те последствия, которые человечество может ощутить даже через несколько веков, не зная о том, что когда-то давно, в 2023 году, произошло такое засушливое лето. Поэтому, наверное, на будущий год мы уже можем по результатам наших наблюдений о чем-то говорить, какие конкретные изменения произошли. Но нельзя исключать, что это будут отдаленные последствия, так же, как мы сегодня оцениваем 1979 год, 2010 год. То есть эти оценки, я думаю, еще впереди. Ну, в принципе, о каких последствиях? Я, может быть, добавлю еще. Да. 2016 год у нас стал известен тем, что каждому руководителю вообще на местах, многим муниципальным сотрудникам стал известен термин антропогенное эвтрофирование. Термин, который вообще никто раньше не знал. То, что у нас водоемы зеленеют, цветут, становятся зеленые, а потом у них все гибнет. В 50 местах отмечалась массовая гибель рыбы. На Заинском водохранилище там была гигантская гибель рыбы. Соответственно, после этого у нас даже вырабатывались мероприятия по борьбе с антропогенным эвтрофированием. А ведь это никуда не ушло. У нас каждый год водоемы цветут, и каждый год идет снижение биопродуктивности, биологического разнообразия, качества воды. Вот чем опасно засушливые года. Да. Чем еще, Дмитрий К сожалению, мы вспоминаем о таких проблемах только тогда, когда мы, как говорится, пока гром не грянет, да, мужик не перекрестится. Поэтому, если системно решением этих проблем заниматься, в том числе и регулированием уровня водохранилища, о чем мы говорим уже на протяжении последних 2-3 месяцев, борьбой с антропогенным эвтрофированием, а это снижение объемов сбросов сточных вод, а все водные объекты у нас являются приемниками сточных вод, да, ну и все остальное,
То есть нужна система, которую, да, мы выстраиваем, но пока в полной мере мы, наверное, ее не видим. Хорошо, Марат Рашидович, вот для простого обывателя вообще, ну вот погода, там дождь, зонтик взять или не взять, да, то, я не знаю, выехать на отдых или не выехать. А вот на самом деле какие, а дома могут подешеветь от самого жаркого года? Я не знаю, я даже сейчас не про бананы, да, я про что? Как это конкретно касается, задевает нашу семью? Это задевает всех. Вы знаете, экономика – это очень сложная и одновременно саморегулирующая система. Что она говорит? Что если где-то плохо, это означает, что где-то и хорошо. То есть вот пример такой. Вот сейчас, допустим, достаточно теплый период. Людям хорошо, мы меньше платим за отопление. Да. Надеюсь, слышит служба ЖКХ. Да. Но в любом случае, случае, я хочу сказать, что вот я пользуюсь индивидуальным отоплением, и я вижу, что потребляется газа меньше, и счет это меня радует. Но с другой стороны, если посмотреть компанию, которая централизованно снабжает нас энергией, она закупила энергию. Понимаете? А спроса на их услуги нет. Соответственно, экономика ее рушится. И, ну, вы видите, то есть это людям хорошо, компаниям плохо. И наоборот. Холодная зима, компания, хорошая экономика, но зато у нас большой счет. Точно так же и в сельском хозяйстве. Вот хороший урожай, вроде бы здорово, все цветет, там большая продуктивность. Ну, а рынок, цены падают, и все разоряются, становится невыгодно. А наоборот, когда это производится это меньше, чем планировалось, в этом случае цены растут, экономическая привлекательность растет этой отрасли. Но хочу сказать, что вот, вы знаете, климат и в целом даже появилось в экономике такое понятие «зеленый лебедь». Вы, наверное, помните, это Насим Талеб, это черный лебедь, это когда что-то возникает, то, что ты вообще никогда даже об этом не думал. Зеленый лебедь это как раз... Ковид так называли, пандемию ковидную, когда пришла. Да, совершенно верно. И вот это зеленый лебедь, это как раз когда незапланированное мощное погодное явление, которое сильно влияет на хозяйствующие субъекты. Но в мировой практике, слава богу, у нас мы не в таких вот, здесь специалисты скажут, есть вообще территории, которые постоянно подвержены тайфунам, то есть вот Катрина, помните, там еще они и так далее. Там, что вы представляли, экономический ущерб оценивался вот по Катрине 82 миллиарда долларов. То есть там целые территории на многие периоды оказались, это, ну, скажем, экономика отброшены на многие это назад. А в нашем случае все-таки у нас более сбалансированная, более защищенная в этом плане. Вот где-то стабильная экономика вот в этом смысле есть, с точки зрения зеленого лебедя. Да. Сейчас Марат Рашидович предлагаем стать каким-то экономическим синоптиком и, в принципе, предположить, какие движения начнутся, да? Что повысится, что подорожает, я не знаю, что подешевеет. Вы знаете, вот это все-таки это мифов, это как его, хочется, конечно, сказать хорошее, но все-таки все это дорожать, это будет, понимаете, и должно дорожать. Поэтому здесь... Так, это мы о продуктах. И о жизни, как о составной этой части. Так, хорошо. Вы не согласны, красная, или случайно нажалась? А красная ты не согласна? Да. Извините, нет, я наоборот была согласна. Не было я тогда. нажимаю синий, да? Нет, действительно так. Единственное, не стоит, несмотря на то, что зимы становятся теплыми, не стоит избавляться от энергоносителей, как-то пытаться их меньше закупить, в силу того, что вы вспомните прошлый год. У нас ультраполярное вторжение, то есть это аналог крещенских морозов, наблюдался в декабре. То есть декабрь был вроде близким к норме, но были эти явления. Таким образом, нервозность проявится в том числе и в учащенных вот этих ультраполярных вторжениях. И тот год, который вы вспоминаете на рубеже 78-79, это было ультраполярное вторжение, их станет больше. Ой, что-то хорошего хочется услышать, но все равно ужаса, Ну, я хочу немножко, может быть, добавить сюда. Вот просто пример по Калифорнии, к примеру, вот удалось там тоже работать немного. Значит, там ведь конкретно совершенно были очень сильные засушливые условия. То есть засуха стояла 5 лет, и Safe Water, это «Спасите воду», это был такой основной девиз для сельского хозяйства. То есть там очень много было проблем с сельским хозяйством. И жители выходили с плакатами о том, что надо спасти воду. Так вот, в этих условиях, например, создание искусственных водных объектов в засушливых зонах, вот в этих аридных, по сути, засушливых зонах, оно привело к тому, что там земли сразу дорожали. То есть вокруг водного объекта, пусть он даже полуискусственный, пусть он даже на ливневых водах, земля сразу и строения сразу дорожали. То есть это конкретно реальные факты. Калифорния, эти годы. Так, сейчас мы к медикам все-таки возвращаемся. Каким образом, в принципе, все это влияет? Вы говорили о 2010 годе,
Тоже тут так удивительно, да? То есть пересекается и у сельского хозяйства, и здоровье, то есть как-то все воедино, экономика в том числе. Какие последствия были, если мы сегодня мы можем уже оперировать определенными цифрами? Да, вы знаете, вот все, что сегодня здесь говорится, в том числе и экономические, все наши вопросы особенно влияют на здоровье человека. Весь эмоциональный фон, погодные условия, все влияет. Мы это прекрасно все понимаем. И, конечно, и этот год, как я уже говорил, естественно, компенсаторные возможности организма вообще, они колоссальны, но не безграничны. Конечно, мы, вот благодаря тому, что в последнее время рассылка СМС-сообщений о погоде, должен сказать, что благотворно влияет. Люди подготавливаются к этому. И вот пример 2010 года, кстати, мы говорили, он был довольно 50 дней жара была, да? Это действительно был период, который довольно такой сложный был. И в одном из городов нашей республики мы, когда статистику подводили, оказалось то, что июль-август месяц действительно смертность повысилась. Ну, незначительно, но она была повышена. Ну, естественно, первая наша мысль была, да, хронические больные, тяжелые больные, истощенные больные, скорее всего. Ну, каково было наше удивление, когда мы увидели более глубокий анализ, оказалось, что вот среди этого контингента, среди хроников, среди истощенных больных, смертность, наоборот, понизилась. Понимаете, она действительно понизилась, эти данные. То есть повысилась у здоровых, в общем-то. И повысилась у работоспособного населения. Что произошло? Дело в том, что относительно здоровые, молодые люди работоспособного возраста переоценили свои возможности. Или он во время обеда вышел ту грядку вскопал, которую жена требовала уже неделю, и тем более после выходных он был не совсем как бы в здоровом состоянии, и жена добавила как бы слов, ты в конце концов тут... И он вышел и сделал, зашел и сказал, что-то мне плохо, и лег, все. Или он на стройке поработал, вечером пришел еще, поработал, и просто он недооценил свои возможности. Вот, наверное... А старшие практически. А старшие береглись просто. Они действительно, они поняли, что им надо себя защитить, выходить не надо, и среди них смертность снизилась. Понимаете, вот этот парадокс, его нужно принять всем нам во внимание, и особенно руководителям. И поэтому, когда сокращенные дни в пиковую жару вводились и так далее... Абсолютно. Вот многие, наверное, все практически, наверное, были и в Турции, и в Египте, и... видели, я ехал ночью с аэропорта в 3 часа ночи и смотрю, дорогу делают. Я говорю, какие молодцы, круглосуточно работают. На следующий день я утром еду по этой же дороге, никого нет. Я говорю, бездельники. Ну, естественно, я не так подумал, я просто понял, что они ночью, когда погода позволяет, они делают. Сбережение нации. А днем они отдыхают. Вот этим летом бригада работников как раз в эту жару, а у меня работает бригада на улице. В эту жару я выхожу и говорю, ребята, давайте изменим график работы. Нет, мы с 8 до 4 работаем. Я говорю, давайте поменяем график, потому что, тревога была такая серьезная. И я готов был отменить работу, но вот они перешли под навес, доработали, и, слава Богу, Аллаху шикар, с ними ничего плохого не произошло. И вот я еще раз говорю, дело в том, что таких крайних, категоричных таких вот изменений в погоде, которые приводили бы к серьезным нарушениям здоровья, их не было. Но вот это вот длительный период, на который нам необходимо обратить внимание и беречь себя. Такие моменты были. А метеозависимых вообще присутствует такое? Есть такое? Конечно, термин? как я сказал, влияет все. А их больше стало, меньше метеозависимых? Вы знаете, нет, это всегда как было, так и есть. Конечно, я же сказал, компенсаторные возможности всегда они присутствовали. Люди, вот по себе вы можете знать, если вы в какой-то момент времени чувствуете себя более ослабленным, вы что-то можете почувствовать. Если вы энергетически наполненном состоянии, да какая смс-ка вас напугает? Вы все сделаете как надо, понимаете? И поэтому на это надо обращать внимание. И там потеря работоспособного населения, экономические, да? Мы все получаем. Что у нас? И кстати, вот я бы просил все-таки, вот та реплика, которая была произнесена про экономическое наше благополучие и состояние, она даже больше влияет, чем солнечная активность. Поэтому...
Это Сейчас безусловно. неосторожно сказанное слово и эмоция Вообще на в все условиях влияет. такой информатизации, да, может привести Абсолютно, к катаклизму. Больше. Что происходит с аграриями всегда, каждый год? Вообще, а были, кстати, так вот, хорошие очень года? Конечно. Ну вот прям вот с идеальными условиями, чтобы страховка не понадобилась, чтобы никакой помощи ни тем, ни другим сферам не понадобилось. 7 миллионов тонн они собрали. Давайте, скорее всего, возьмем 3 года для сравнения. Да? 2010, 2021 и текущий год. Мы также оцениваем вот эти суммы эффективных температур, которые необходимы для роста и развития наших сельхозкультур. По текущему году она составляет 2100 с лишним градусов. По 2010 году она составляла 2300 градусов. То есть вот эти 200 градусов разница, на самом деле по текущему году мы его уже как бы не настигнем, и тем более в 2010 году это был июнь, май, июнь, июль, вот 3 месяца, август включая, вот эти 3-4 месяца сплошные как бы вот такие повышенные температурный фон. По текущему году, если мы возьмем то, что июнь был некомфортный, скажем так, как лето, для нас это было как раз-таки спасение. И нужно сказать, что один из самых комфортных для аграриев год, наверное, все-таки был 2020. Там был и урожай, и плюс ко всему экономическая составляющая, и цена была хорошая. Да. Это очень важно. Если взять 2022 год, был урожай. Намного, даже больше Почти было, чем в рекордный. 2020 году. Да. Но уже экономическая составляющая была совершенно другая. Ну, зерно до сих пор еще да, прошлогоднее здесь зерно до сих пор, что граммов. называется, и прошлогодние запасы у нас на сегодняшний день есть. И даже вот если сравнивать по валовому сбору только зерна, 2010 год, я сказал, уже порядка 700 тысяч тонн. 2021 год 2 миллиона 300, по текущему году мы 3,5 миллиона тонн собираем. То есть, если приходить уже к конкретным мероприятиям, которые мы со своей стороны, со стороны министерства ведем, скажем так, подтачиваем свою технологию, эти технологические моменты мы в большей степени, наверное, начали внедрять как раз после 2010 года. Что же касается мелиорации. Да, что касается и мелиорации, да, там у нас на сегодняшний день насчитывается 35 тысяч гектаров орошаемых земель. И что касается вообще системы, начиная с системы обработки почвы. Сейчас у нас, если сравнить с тем годом, 2010-м, совершенно другие, скажем так, технологические подходы. И если тогда был тренд на энергосбережение, и до 2009 года еще у нас был такой период, наверное, лет 15 подряд, то, что, и, что называется, дождь вовремя шел, и ветер вовремя дул, и солнце вовремя светило. Да. Но вот после 9-10 года, вот 9 год был предвестником 10 года, там тоже часть республики была подвержена засухе, 10 год уж вообще катастрофически, нужно сказать. По текущему году мы видим, что на самом деле результаты, которые мы проводим с 2010 года, это уже... В принципе, в общем, управлять природой научились, да? Ну, скажем так. Скажем так, адаптироваться и больше минимизировать его последствия, я бы сказал. Хорошо, спасибо. Мы после рекламы уже обсудим, как приручить природу, если это возможно, или какая работа системная, Дмитрий Владимирович говорил, нужна, в том числе и по обмелению рек. Все это поговорим после рекламы, не переключайтесь. Прежде чем обсуждать тему, свежие новости от синоптиков. Тимур Ринатович, что сейчас происходит? Ну, вообще, конечно, лестно высказались про качество прогнозов современные. Действительно, вот прямо вот сейчас... В эти минуты. В эти Только минуты. для вас, скажите. Да, Эксклюзивный прогноз погоды. атмосферное давление повышается. Повышаться будет до завтра. Повысится существенно. Повысится на 17 миллиметров ртутного столба. Что эквивалентно, если бы мы опускались куда-то в ущелье на глубину 180 метров. Таким образом, метеозависимым людям имеет смысл в очередной раз подготовиться, адаптироваться к такому изменению. То есть дождей не А будет. как готовиться? Ну, как я уже сказал, что... Лечь? Да, конечно. Получаю смс-ки, я так думаю, разослан уже. Но штормового уже нет. Нет, штормового нет, это просто предупреждения давление, нет, да. Ну, понятно. Дело в том, что, как мы уже сказали,
СМС-ки, они рассылаются и людям помогают, но дело в том, что, я думаю, уже сейчас все зрители друг дружки уже СМС-ки отправили и уже начали дополнительно смотреть свои укладки с лекарствами. Те люди, которые находятся у нас на диспансерном наблюдении, конечно, это необходимо как бы в практику ввести, чтобы СМС-ки у нас рассылались. И по давлению тоже, да? Да, по давлению, по всем этим тоже. Внимание для всех важно. метеозависимых. Но это Минздрав уже должен рассылать, мне кажется. Это не совсем от синоптиков. Сейчас вот уже Министерство сельского хозяйства нам проговорило про то, как вырабатывалась система в связи со сложными годами, да, система мелиорации, как восстанавливали. В этом году вот мы опять возвращаемся к этому обмелению рек. Потому что, ну, задела, наверное, тема каждого, все, что мы видим. Хотя вот Нафиса Мансуровна приехала из Астрахани, говорит, там катастрофа, да, в отличие от нас. Да, там гораздо все тяжелее. Да, но вот накануне прозвучало заявление Вячеслава Володина, что, в общем-то, не только природа, конечно, виновата, не только природные катаклизмы, но и низкое управленческое решение Росводресурса, говорит Генпрокуратура, привлечь. Но, в принципе, почему гидросистема у нас не выдерживает вот эти удары? Что нам нужно еще сделать? Вот вы, когда Дмитрий Иванович тоже говорили, что системная работа нужна. Что нужно? Ну, не знаю, там понятно, что огромное количество очистных, я не знаю, что там, что еще? То есть вот там выстрелили работу, хотя все равно у аграриев проблемы. Позвольте, если я начну тогда, ладно? Потому что вот эта проблема, она обсуждалась буквально на днях. В Астраханской области было мероприятие «Спутник» при Конгрессе молодых ученых. Но собрались маститые ученые, которые обсуждали вообще вопросы, к чему приводит вообще понижение уровня воды, к чему приводит неблагоприятная гидрологическая ситуация в низовьях Волги, в Астраханской низменности, в Астраханской области и, соответственно, непосредственно в Каспии. Дело в том, что у Каспия есть свои гидрологические циклы, и он то поднимает уровень, то понижает. Вот мы сейчас находимся как раз в понижении уровня воды, когда Каспий получается... Вот раньше бы сказали, Каспий надо спасать, а потом, когда он начинает повышаться, говорят, надо спасаться от Каспия. Вот сейчас как раз Каспий находится в очень низком уровне, и, соответственно, Волга не в подпоре. И получается, все, что по Волге у нас приходит туда, оно просто уходит в Каспий, и оно не задерживается. То есть мы все сейчас спасаем Каспий. Да, ну не то, что Каспий, Нижнюю Волгу в первую очередь спасаем. Вот эта система каскада водохранилищ, то есть 10 крупных водохранилищ, где каждый задерживает воду, получается, для своего региона, она требует, естественно, очень гибкого управления, потому что выручать-то надо все территории, да, получается, не только нашу, не только, так сказать, верхнюю, Волжскую и так далее. Не в ущерб, да. Потому что там ситуация очень тяжелая, то есть многие годы там идет проблема, значит, уже невоспроизводство, естественно, осетрового стада, естественно, это искусственное воспроизводство. Это уже под угрозой Астраханская вобла, говорят. Вот. А сейчас уже проблема возникла даже для многих других видов частиковых, в первую очередь для знаменитой Астраханской воблы, то есть это именно полупроходной вид астраханской воблы, которые, по сути, были вынуждены рекомендовать вообще к запрету к вылову. То есть такого никогда не было. По сути, рекомендуются опять искусственные нерестилища, создание их, поддержание нерестилищ. То есть мы переживаем за свою республику, мы видим, что у нас происходит, да, мы переживаем за падение уровня воды. А в нижней части Волги там ситуация еще тяжелее. Ну, то есть на самом деле она совсем непростая. И вот мероприятия, которые предлагались, они были очень разные, конечно. Вот эта экспертная оценка экспертного сообщества России, очень много было ведущих ученых, она вообще привела к тому, что здесь рекомендуется и гибкая система управления. То есть вот не так вот раз в месяц собрались там или раз в 3 месяца собрались, а достаточно гибко. То есть надо оперативно, в общем-то, работать с этой системой. Во-вторых, надо, естественно, вот высказывалось очень мнение немаловажно. Ведь, в принципе, все, что находится на территории водосбора Волги, оно же может дойти или не дойти. У нас перехватывается вода на пруды. У нас 850 вообще на Волжском каскаде сидит вообще-то 850 водохранилищ, прудов, средних, маленьких и так далее. Вода просто порой не доходит. Вот как она в Орал не доходит, так она у нас в Волгу не приходит. И, соответственно, играет очень страшную роль обезлесивание. То есть надо, по сути, чтобы вода была, нужно, чтобы территории было намного больше лесных. То есть вот надо... И вот очень хорошо, что Татарстан в этом году обратил внимание на эту проблему, что надо вообще-то облесивать территорию. Как правильно выразиться, сажать лес, да, если правильно мы будем выражаться. То есть, потому что посадка леса, она может привести даже к увеличению длины речных экосистем.
Естественно, очень много нужно работать со сохранением нерестилищ, естественных нерестилищ, созданием искусственных нерестилищ, проблемами воспроизводства рыбы искусственным путем. Очень много надо отрабатывать новых методик. Вот об этом говорило экспертное сообщество России, о том, что это нужно делать. И, естественно, эта проблема не решается конкретно только в Татарстане или только там в Чебоксарах, да, она решается вообще-то повсеместно. Что еще нужно? Это единая водная система, которая, я согласен, очень сложна для управления. Даже климатические факторы, неравномерное совпадение осадков, о чем сказал Тимур Инач, учесть очень сложно. Над этим у нас работает Росгидромет. Прогнозы могут быть точны, могут быть более-менее точнее. Вероятны, да. Поэтому сколько выпадет осадка летом, сколько зимой, сколько весной, прогнозировать, как я понимаю, весьма сложно. А именно на это опирается и Русгидро, когда занимается вопросами регулирования уровня воды во всей системе Волжско-Камского каскада. Есть, например, в Чебоксарском и Нижнекамском водохранилищах уровень сохраняется примерно на одних и тех же отметках, на промежуточных. То в Куйбышевском водохранилище, которое выполняет в системе каскада регулирующую роль, мы видим, что уровень сегодня понизился на 3 метра по сравнению с нормальным подпорным уровнем. Приближаясь к критическому. Приближаясь к критическому, да, к 49-й отметке. Вместе с тем, вот еще одна новость, которая недавно прошла от Росводресурсов, наконец-то создается реестр вообще водных объектов нашей страны, Российской Федерации. Ну, его вот в том виде, в котором он должен быть, продолжая мысль о системности работы, его пока нет. То есть мы даже не знаем, мы знаем примерное количество водных объектов, которые есть на территории Татарстана, но сколько в них сосредоточено воды, как она будет перераспределяться, в том числе в разных климатических условиях, критических условиях, мы тоже пока не знаем, ну или знаем, но не используем эти данные. То есть они в ряде случаев не востребованы. Здесь, конечно, мы видим и большую роль науки, я думаю, и взаимодействие науки с теми исполнительными органами власти, которые принимают решения. Мы, я думаю, всегда готовы прийти на помощь в данном смысле. Мы по этому поводу ведь и говорим всегда, что вот национальный проект экологии, они требуют мощнейшего научного сопровождения. То, что, кстати, мы не всегда видим, поэтому с этим надо работать. Мы часто говорили о том, что вот научное сопровождение должно быть вообще на всех этапах российских программ. То есть не надо здесь экономить средства, потому что мы тогда не сможем правильно сказать. Это не совсем про деньги, это уже про смыслы и науку в большей степени. Да. Сейчас вот здесь проделана работа, мы понимаем, что нужно. Метеозависимость вообще, в принципе, победить-то можно вообще? Какие есть ресурсы для того, чтобы управлять природной стихией организма человека? Вы знаете, наверное, необходимо сказать, это, по-моему, после революции прошлого века хотели полностью управлять природой и уже... Ну да. Поэтому уподобляться мы этого не будем. И необходимо сказать, как я уже вначале сказал, компенсаторные возможности человека огромны. Но не безгранично, еще раз повторяю. И для того, чтобы знать свои возможности, необходимо знать свое состояние организма и вообще просто, ну, скажем, дружить за здравым смыслом надо. Ну, а для того, чтобы знать состояние своего организма, надо, вот, вы знаете, как бы банально это ни звучало, и сегодня, может быть, уже для кого-то, может, это покажется опять, скажет, опять о своем, диспансеризацию необходимо проходить. Необходимо свои параметры своего здоровья надо знать. И надо знать вообще, на что ты годишься. Понимаете? И поэтому пренебрегать этим нельзя. И ведь вот все, что мы сегодня говорим, мы говорим во благо человека. Мы же это не абстрактно куда-то выводим. Это нам необходимо для того, чтобы люди жили хорошо. Но для того, чтобы они хорошо жили, им еще необходимо в тех условиях, которые у нас возникают, создаются, чтобы они еще и могли правильно себя поставить. Поэтому... все-таки я бы акцентировал на это внимание, вот и руководители, и вообще и зрители, знать параметры своего здоровья, возможно, когда ты проходишь диспансеризацию. Ту самую банальную диспансеризацию. За прошлый год, кстати, вот если перейти в цифры, порядка 17 тысяч человек диагностированы, 17 тысячах пациентов диагностированы новообразования. Из них порядка... Почти 4 тысячи – это злокачественные новообразования. Это спасенные жизни. Их диагностировали на ранних стадиях и смогли им помочь. Сахарный диабет – порядка 6 тысяч
вновь обнаружены. Это впервые обнаруженные, не просто уже ввели и этих пациентов, а впервые обнаруженные во время диспансеризации и так далее. Вы понимаете? Эта зависимость как-то диагностируется? А дело в том, что зависимость просто так не возникает. Это ослабленный организм, как я уже сказал. То есть на причине каких-то других имеющихся заболеваний? Конечно. Конечно, это ослабление организма. Когда организм имеет нормальное состояние, здоровое состояние, он приспосабливается. Вы знаете, вот для примера, наверное, приведу спортсменов. Спортсмены тренируются, спортсмены привыкают к большим нагрузкам, но если спортсмену дать гипернагрузку, которую простой человек совсем уже не выдержит, то спортсмен тоже сломается, даже тренированный организм. А мы говорим о тех состояниях, которые влияют на человека, практически на нас всех влияют. Но их ощущают только те, которые ослаблены. И поэтому и оздоровление, и зная параметры своего здоровья, ты в эти тяжелые дни, может быть, просто не будешь создавать себе дополнительную нагрузку, и таким образом себя сбережешь. Хорошо. Поэтому это надо знать. Хорошо. Еще один момент такой, что вот управлять мы не можем, да, то есть, были попытки управлять, да, или можем? На самом деле метеорологическая наука не стоит на месте. И действительно, я слышал дилетантскую точку зрения о том, что ведь умеем осаждать осадки. Ведь если аграриям надо, давайте осадим. И есть действительно реагенты, аргентум йод, по сути дела, иодид серебра, который может засевать облака, но это немножко дилетантская точка зрения, потому что, во-первых, это очень дорого, и овчинка выделки не стоит. Во-вторых, это определенная диверсия в отношении соседних территорий, соседних республик, так как до них эти осадки просто не дойдут, так как мы их осадим здесь. Вот. Таким образом, климатом управлять нельзя. Погодой отчасти можно, климатом нельзя. А вы согласитесь? Или все-таки вам дилетантская точка ближе? Мы эту точку зрения тоже изучали на самом деле. Действительно, очень дорогое удовольствие получается. И это будет иметь локальный характер. Причем где-то будет тучка висеть, проливаться дождь, а где-то, наоборот, будут страдать соседние близлежащие, допустим, территории. Допустим, даже если посередине, в одном районе она прольется, соседние районы будут, наоборот, страдать. Там будет очень серьезное снижение влажности воздуха, соответственно, то, что и так страдало, наоборот, еще худшие условия восставим. Ну, в принципе, у вас тогда сейчас, у аграриев, ключевые позиции – это разработка специальных семян, я так понимаю, да, селекционных, с учетом критических условий иногда природных, мелиорация, что еще? Из топовых. Нет, не только вот, как я уже говорил, с 2010 года система обработки почвы. Это делается для того, чтобы в межсезонье больше накопить в почве вот эти осенние, зимние, весенние там тоже осадки. наука, да? Технологии. Везде наука и технология, в конечном итоге, да. Углубление пахотного слоя, вот то, что вот мы сейчас больше по всей территории, по всей пашне внедряем, углубление пахотного слоя у нас в любом случае приводит определенное серьезное накопление влаги в межсезонье. Дальше, значит, та технология, которая была раньше, это то, что сначала боронили, потом культивировали, потом засевали, потом катковали, да? Вот эти все технологии можно делать за один проход. То есть это экономия и ресурсов, это экономия и времени, и рабочей силы, и, соответственно, снижение испарения с поверхности почвы. Дальнейшее наше, также вот сейчас уже больше внедряется, это больше применять жидкие удобрения. Если, допустим, те же гранулированные и кристаллические удобрения мы при посеве вносим, у них эффективность составляет порядка 20-25%. А если мы его комплексно, допустим, уже под конкретную культуру вносим уже дозированно и в жидком виде, то эффективность достигает до 80%. Это вот сейчас, который у нас дальнейший, как бы уже в перспективе, который будет внедряться. Но уже есть предприятия, которые этим серьезно занимаются. По республике Татарстан это порядка 200 тысяч гектаров теперь уже вот так работает. Листовые подкормки. Вот если сравнивать, мы же привыкли понимаем то, что растение как бы питается корнем. Но через корень все питательные вещества для своего развития и роста потребляет. Но в то же время можно растениям дать питание через листья. Листовые подкормки. Вот есть такое, скажем так, дилетантское, наверное, сравнение.
Через листовые подкормки можно повысить вот всасывающую возможность растения с 2 атмосфер до 8 атмосфер. Это, на самом деле, вот сейчас с моих уст, наверное, так дилетантски звучит, но на самом деле специалисты, ученые нашего направления говорят, что именно вот такой эффект от того, что мы... Максимально минимизируете воздействие природы. Нафиса Мансуровна, вы вот сейчас против чего-то были? Ну, по некоторым моментам против Да. была. Ага. Вот климатом, как вы сказали, Управлять. климатом управлять нельзя, да, но вообще воздействовать на климат можно, да, вот смягчать климат, например, около крупных Совместными водохранилищ, да, усилиями. около крупных зеленых массивов, соответственно, ведь климат мягче всегда. Мы же понимаем, да, что мы обязательно в лес пойдем или там на водоем пойдем, то есть там нам, ну, то есть микроклиматом, в общем-то, можно. А вот с позиции сельского хозяйства, да, я, конечно, не очень хорошо знаю, насколько сейчас у нас дождевальная система вообще распространены, поливальная система в Республике Татарстан. 35 тысяч гектаров составляет. 35 тысяч Да, это гектаров. много, да. Ну вот вообще ведь тоже классически считается, что можно управлять через как бы культуру земледелия, что можно управлять через систему полива, капельный полив, там, микрополив и так далее. Да? То есть вот это как-то пока не звучит, а в принципе же это тоже возможно. Это мировой не только практике. не звучит, это уже применяется. Применяется. Вот, здорово. Вот у нас за последние, наверное, 5 лет, 2017 года за последние 6 лет уже, 2017 года мы запустили проект по закладке интенсивных садов. На сегодняшний день по республике насчитывается порядка 700 гектаров вот этих садов интенсивных. И сегодня уже часть из них плодоносит. Такие вкусные, хорошие яблоки. Вот даже вот если взять... То есть яблоневые сады появляются? Яблоневые которые... сады, не только яблоневые, но и смородиновые, и малиновые. И они все работают практически на капельном поливе. А наша растительная система, которая барабанного типа, которая кругового типа, их тоже насчитывается порядка 190 единиц. Хорошо. Марат Ильич, а вот если мы не можем климат там изменить или управлять, экономисты только сливки снимают с изменения Конечно. природы? Нет, я хочу сказать, вот знаете, у нас была дискуссия внутри университета по этому поводу, и в первую очередь здесь, знаете, геологи говорят, они вот изучают слои, и они все-таки, наши геологи утверждают, что все-таки то, что мы сейчас имеем с климатом, это не антропогенное влияние, как вот, или не влияние индустриализации, а это естественные циклы климатические нашей Земли. То есть вы помните, наверное, вот этот фильм «Парк юрского периода», то есть когда огромные животные, было тепло, все цвело и так далее. И был ледниковый период, когда и наши территории, и многие другие были под достаточно толстым слоем льда. И говорят, что вот как раз ледниковый период сейчас он это закончился, и мы заходим вообще, то есть в историческую фазу потепления, и оно необратимо. Даже если мы Все против, Марат Рашидович. Под цвет вашего галстука двое вообще. Пожалуйста, значит, вы знаете, даже если мы что-то сильно будем все равно, этот процесс, он это будет необратим. То есть я еще раз говорю, это геологи наглядно показывают вот на тех слоях, которые сейчас есть, что были периоды вообще очень теплые и которые потом, в силу естественных циклов, уже переходили в понижающую фазу. Так, давайте. Ну, с проректором нельзя не соглашаться, я согласен, но с небольшим... Дело в том, что действительно были периоды более теплые, но таких темпов потепления не было никогда. У нас небывалые темпы, и есть климатические модели, которые, то есть на компьютере смоделировано, и без учета антропогена нынешний климат не воспроизводится. Таким образом, все-таки некая компонента антропогенная однозначно присутствует. Нафиса Мансуровна. Абсолютно точно, я согласна. Антропогенные воздействия очень сильно провоцируют климатические изменения, природные изменения очень сильно. Хорошо, будем через 5 минут до конца, подведем сейчас итоги. Тимур Ринатович, зрителям эксклюзивный прогноз на следующий год условный. Ну, говоря о зиме, зима по долгосрочному прогнозу прогнозируется контрастной. Контрастность проявится по актуальному прогнозу. Декабрь будет ниже климатической нормы по температуре. Февраль, напротив, прогнозируется все-таки с положительной температурной аномалией. Ноябрь, кстати, прогнозируется с положительной температурной аномалией. Также теплее норма примерно на 1 градус. Норма для ноября минус 2,5 градуса. Таким образом, ждем в среднем минус 1,5. Кстати, ближайшая декада, то есть ближайшие 10 дней, также у нас положительная температурная аномалия на 4 градуса выше нормы. Так что октябрь надолго мы не отпускаем. И в силу теплого февраля
февраля, возможно, и зима будет короче. Так, весна, лето, осень. Новый год. Новый год, Новый год. Про Новый год, конечно, пока рано, но мы провели некоторые исследования, и в 57% случаев, то есть чаще, чем в половине случаев, в Новый год у нас комфортная температура, около минус 10, и все-таки осадки, как правило. Весна, лето. Об этом узнаем весной, то есть это Вот еще не все. наши возможности Отдельная ограничены. передача. Да. Отдельная передача. В общем, зима будет контрастной. Итак, телезрители проголосовали, что за прогнозом погоды следят тоже 60%, абсолютно согласны с интернет-аудиторией. 21% у природы нет плохой погоды, и 17%, что прогноз погоды лгут. В общем, телезрители, кстати, в отличие от интернет-аудитории, менее доверяют синоптикам. В завершении буквально программы коротко, можем ли мы минимизировать природные катастрофы, катаклизмы? Я бы, наверное, сказал так. Независимо от того, чем вызваны эти климатические изменения, как говорит Марат Рашидович, это естественные геологические циклы, или, как сказал Тимур Инач, это и антропогенное воздействие. В любом случае, мы должны искать пути адаптации к этим изменениям, независимо от того, чем они вызваны. То есть адаптация и в экономике, и в экологии, и в медицине, и в сельском хозяйстве. Наверное, вот так. Хорошо, Александр. Я считаю, что можем и должны. Не случайно сейчас существует огромная область современной развивающейся реабилитации экосистем, любых природных экосистем, реабилитации территорий. И, собственно говоря, вот наша магистерская программа занимается этим вопросом. Сейчас стали устраиваться конференции. В национальных проекте тоже у нас вопросы реабилитации как никогда территорий задумались есть. сейчас, да? То есть идем достаточно... Это развивающаяся область. Хорошо. Минздрав что нам скажет? Ну, я уже как бы объяснил, что если мы не можем изменить снег, кстати, когда выпадет? В норме во второй декаде ноября, примерно 18 Я ноября. почему спрашиваю? Психоэмоциональное состояние Да, каждого из депрессняк нас накрывает, да. оказывает очень сильное влияние на наше здоровье. И поэтому и даже снегом, когда покрывается зима, как ни удивительно, у людей Настроение повышается. положительное настроение. А начинает когда влиять. хлопьями снег и на Новый год, это вообще просто красота. Это вообще да? прекрасно. Поэтому хотелось бы, чтобы хотя бы снег положили. Раз Да тоже Минздрав требует раз уж не снег. смогли осень сделать Мы постараемся. хорошей, да. Хорошо, что потребует Министерство сельского хозяйства? Хороших прогнозов потребует Министерство сельского хозяйства на весенний и летний период. На весенний и летний период. Сколько комфортно для вас? Чего хочется? Чтобы средняя многолетняя норма осадков и температура, в принципе, если соблюдаться будет, то производственный процесс, я думаю, что не остановится. Для достижения всего выше названного нужно больше внимания уделять науке, больше выделять средства, в том числе на научные исследования в этом направлении. Так, хорошо, ну правильно, попросили, тут бесплатный прогноз, тут вот Марат Рашидович, как экономист, посчитайте все вложения, пожалуйста. Нет, я обещал что-то хорошее тоже да. сказать. Дело в том, что вот в нынешней структуре экономики, вот даже те плохие годы, которые были, благодаря высокой индустриализации, влияние на экономический рост они оказали несерьезное. То есть порядка от 4, в худшем случае до 6%. То есть были другие процессы в нашей жизни, которые Да, я оказывали хочу более сказать, что серьезный. с этой вот экономика это такой саморегулируемый организм, что если где-то проблемно, это значит, то есть если кому-то плохо, но если кому-то хорошо. Главное, чтобы людей, которым хорошо, было бы это больше. Хорошо, благодарю всех экспертов за беседу. Эксклюзивный прогноз погоды мы тоже получили. Экономический синоптик нам тоже предрек что-то положительное. Были интересные мнения. Сама думаю, с вами в интервью увидимся еще дополнительно. Благодарю всех зрителей. Всего доброго. До свидания.